Здравствуйте, уважаемые друзья! Тема сегодняшней лекции – становление и развитие осетинской письменности. Следует прежде всего сказать о том, что традиция осетинской письменности имеет достаточно давнюю историю. Как известно, в аланском государстве использовалось греческое письмо для нужд и государственного управления, и в некоторых случаях и в повседневном употреблении. Однако после падения аланского государства в темные так называемые века нашей истории, когда наши предки были низведены в результате вторжения войск Тимура до очень небольшого числа людей и утратили свою государственность, утратили социальные институты, необходимости в письменности не было. И традиция, заложенная еще в средние века, была утрачена. Восстановление осетинской письменности и ее развитие сопряжено в новое время уже с потребностями становления образовательной системы в Осетии. Так, деятельность первых двух учебных заведений на Северном Кавказе, церковной школы, открытой в 1764 году в городе Моздоке, и духовной семинарии, созданной в 1777 году в Астрахани, которые были предназначены для детей высшего сословия народов Северного Кавказа, показала необходимость их обучения на родных языках. Но решение этой задачи было невозможно без создания соответствующих учебников, что в свою очередь требовало разработки соответствующих алфавитов и систем письма. Применительно к осетинскому языку эта работа была поручена главному члену Осетинской духовной комиссии архимандриту Гаю Такаову. При участии члена комиссии священника осетина Павла Генцаурова Кисаева архимандрит Гай и составил первую осетинскую азбуку на основе церковно-славянских букв кирилловского письма и перевел на осетинский язык миссионерскую книгу христианского учения «Катехизис» под названием «Начальное учение человеком, хотящим учитеся книг Божественного Писания». Книга вышла в московской синодальной типографии в 1798 году. Это первая печатная осетинская книга, то есть книга, в которой используется осетинский текст, осетинский язык. Большинство знаков этого осетинского алфавита было взято из церковнославянского алфавита. А для выражения некоторых специфических звуков осетинского языка были даны двойные знаки и отдельные буквы с дополнительными надстрочными, как их называют, диакритическими знаками. В алфавите первой осетинской книги еще не были выражены все звуки осетинского языка. И в книге встречаются слова, в которых один и тот же звук выражен двумя или даже тремя знаками. Различия между осетинскими гласными Е остались невыделенными. Гласный мог обозначаться то как то как Е или как Ять. Гласный передается то как И, то как И. Полусогласный передается ижицей. Согласные К, П, Т были представлены как придыхательные и сопровождались буквой Х, Кх, Пх, Тх. Наоборот, смычно-гортанные К, Ц, Ч обозначались русскими буквами К, Ц, Ч без дополнительных знаков. Следует отметить, что впоследствии, после публикации «Катехизиса», попытки использовать алфавит Гая Такаова более не предпринимались. Немного позднее, в первой четверти XIX века, был разработан осетинский алфавит на основе грузинской графики. Его составитель Иоанн Ялгузидзе, осетинская фамилия Габараев, осетин по происхождению, принадлежал к грузинскому дворянскому сословию, воспитывался при дворе грузинских царей Ираклия II и Георгия XIII, был хорошо образован, владел осетинским, грузинским и русским языками. В 1802 году он стал русским губернским секретарем в Грузии. При исполнении своих обязанностей переводил воззвания, судебные приговоры и другие документы с русского на осетинский язык. В
В частности, в 1802 году он перевел на осетинский язык воззвание правительства к народу Южной Осетии. Для перевода этого документа, а позднее и положения о современных судах, о присяге и других актов, Ялгузидзе использовал грузинский алфавит Мхедрули и Хуцури, однако в итоге остановил свой выбор на Хуцури. Именно на основе этой грузинской гражданской азбуки он составил букварь «Молитвенник» и перевел на осетинский язык 4 книги: «Утренние молитвы», «Вечерние молитвы», «Катехизис» и «Малый молитвенник». Они были изданы в Тифлисе в 1820 году. «Служебник» был опубликован в Москве в 1821 году, а сокращенный «Требник» вышел в свет также в Москве в 1824 году. Позже он перевел Евангелие, которое осталось неопубликованным, а рукопись и ныне хранится в библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге. При этом Иоанн Ялгузидзе в своем осетинском алфавите сохранил некоторые недостатки, которые были в алфавите Такаова. В то же время он сделал качественный шаг вперед, выделив «а», полусогласный «у» и гласный «ы», и обозначив их подходящими буквами грузинского алфавита. Несомненно, в целом это был более совершенный алфавит, чем у Такаова, и не случайно им долго пользовались грузинские миссионеры. В тот же период в Южной Осетии над изучением осетинского языка работал Георг Розен, командированный на Кавказ Берлинской академией наук. В 1846 году появляется его краткая грамматика осетинского языка, в которой звуки осетинского языка обозначены параллельно буквами грузинского и латинского алфавитов. В осетинском языке Розен выделил 36 звуков, для обозначения которых использовал 34 буквы грузинского алфавита. Однако алфавит Розена практически не использовался, и ни одна книга не вышла на нем. Еще одну попытку создания осетинского алфавита предпринял Услар. Выбирая алфавит, основу для осетинского языка, он признал неподходящим грузинский из-за его, как он полагал, несовершенства при письме для основы график кавказских языков. Считал неудобным Услар и латинский, и немецкий, ввиду отсутствия особых постоянных знаков для специфических звуков осетинского языка. Но и русский его не удовлетворял, потому что, как он писал, в нем нет знаков для выражения придыхательных, смычно-гортанных и других звуков, свойственных кавказским языкам. Тем не менее, он все-таки остановился на русской графике. Его алфавит проще, поскольку включает 24 русские буквы плюс латинские для выражения некоторых специфических звуков осетинского языка. В то же время несовершенство его алфавита проявлялось в том, что звук, например, «а» вновь остался необозначенным, а также в том, что в нем были только малые скорописные буквы. Алфавит Услара также не нашел применения ни в одной книге. Историческое решение для осетинской письменности и для осетинского языка в целом было суждено принять Андрею Михайловичу Шогрину. Дилемму выбора графики из грузинского и русского гражданского алфавитов для осетинского языка, вставшую перед ним в ходе сбора языкового материала во время экспедиции в Осетию в 1836-37 годах и последующего написания первой научной осетинской грамматики, ученый решил с учетом исторических перспектив осетинского народа, а именно в пользу русского гражданского алфавита. Он также использовал 24 буквы русского алфавита, соответствующие звукам осетинского языка. При этом он считал, что все звуки осетинского языка, обозначаемые этими буквами, фонологически соответствуют звукам русского языка, кроме осетинского «л», который всегда звучит твердо. Из русского алфавита он не использует буквы, выражающие звуки, которых нет в осетинском языке. При этом, напротив, он вводит новые знаки для специфических осетинских звуков. Для решения этой проблемы он вводит также дифтонги и знаки придыхания. Для различения двух диалектов осетинского языка им были использованы 10 дополнительных букв. Таким образом, всего в алфавите Шогрина 47 букв. Можно сказать, что алфавит Андрея Михайловича Шогрина в итоге оказался многобуквенным и перегруженным огромным количеством диакритических, то есть надстрочных знаков, что было достаточно неудобно.
Тем не менее, осетинская азбука Шогрена вскоре нашла практическое применение с использованием этого алфавита бывшим секретарем грузинской меретинской синодальной конторы Григорием Мжедловым, осетином по происхождению, который перевел Псалтырь в 1848 году и Евангелие в 1859 году. Впоследствии академик Шифнер постарался упростить алфавит Шогрена, но был вынужден также использовать значительное количество диакритических знаков. На этом же алфавите Шогрена в 1867 и 1868 годах были опубликованы и осетинские тексты, собранные Даниилом Чонкадзе и Василием Цораевым. Некоторые изменения в алфавит Шогрена внес архимандрит Иосиф Чепеговский, управлявший осетинским приходом с 1859 по 1862 год. В частности, он использовал шогреновский алфавит при составлении русско-осетинского букваря, молитвенника и русско-осетинского словаря с краткой грамматикой осетинского языка, но сократив количество букв до 35. Всеволод Федорович Миллер также считал, что дальнейшее развитие осетинской письменности должно основываться на русском алфавите, исходя из того, что азбука, составленная на основе русской графики, уже существовала у осетин 40 лет. Этой азбукой напечатан ряд осетинских духовных и других книг, и в типографском отношении она представляет большие удобства. В своих осетинских этюдах Миллер для осетинских текстов также использует графическую традицию, заложенную Шогреном, несколько, правда, дополнив ее. Следующая реформа осетинского алфавита произошла уже в июле 1917 года, когда Первый осетинский учительский съезд принял новый алфавит на основе русской графики, который вновь имел очевидные недостатки в виде большого количества диакритических знаков, а также смешивал элементы русского и латинского алфавитов. Впрочем, в условиях революции и гражданской войны введение в оборот этого алфавита так и не было осуществлено. Новый этап работы по совершенствованию осетинской азбуки начался в начале 20-х годов прошлого века, когда был принят целый ряд крупномасштабных решений ЦК ВКПБ, Центрального исполнительного комитета СССР и Совнаркома СССР в области национальной политики, и в частности в сфере культуры, просвещения и языкового строительства. При этом считалось, что пестрота алфавитов, используемых у разных народов СССР, то есть русская кириллица, латиница, грузинский, армянский, арабский, древнееврейский, древнеуйгурско-монгольский и другие алфавиты значительно осложняют реализацию культурной революции, проведение массовой ликвидации неграмотности, подготовку национальных кадров, а в некоторых случаях является средством религиозного и национального разобщения народов. В начале 20-х годов Азербайджан выступил с инициативой перехода с арабской графики на латиницу. Можно предположить, что в данном случае интересы Москвы пересеклись с планами азербайджанской стороны, которая, предлагая перейти на латиницу, возможно, преследовала цель сохранить письменно-языковое единство с родственной Турцией, где в этот же период уже происходила латинизация. На Северном Кавказе идея латинизации появилась первой у осетин, и еще в 1920 году осетинским отделом народного образования был объявлен конкурс на лучший проект осетинской графики с предпочтением латинской основы. При этом было поставлено условие разработать буквенную систему только для основных звуков обоих диалектов осетинского языка с требованием избегать диакритических, то есть надстрочных знаков. В первоначальном проекте алфавита было 38 букв, затем их число сократилось до 36. В 1922 году этот латинский алфавит был введен, а в 1923 году окончательно утвержден. Его полномасштабное внедрение оказалось возможным после того, как в 1925 году состоялась конференция по просвещению горских народов Северного Кавказа, которая приняла решение о латинизации письменности всех народов Северного Кавказа,
И в этот период русская графика у осетин была заменена латинской. Однако уже в июне 1935 года Президиум ЦИК СССР определил перевод графики на латиницу народов, ранее использовавших русский алфавит: удмуртов, мордвы, чувашей, коми, осетин и так далее, как ошибочный. И в августе 1936 года начался их возврат на русское письмо. Новый осетинский алфавит на русской основе был утвержден директивными органами Северной Осетии в 1938 году. В нем из знаков, отсутствующих в русском алфавите, остался только «а». Алфавит не включал диакритических знаков, но содержал новые буквы русского алфавита, те, которые не выражают звуки осетинского языка, но упрощают введение русских заимствований типа ш, щ, ю, я и краткий. Было увеличенное число двойных знаков х, г, к, п, т, ц, ч. Таким образом, из двух принципов — алфавит с диакритическими знаками, надстрочными знаками, или алфавит с двойными знаками — был избран второй. В 1939 году в Южной Осетии вместо латинизированного алфавита был также введен новый алфавит, но на основе действующего грузинского алфавита Мхедрули. Очевидно, что метания с одной графики на другую сыграли отрицательную роль в процессе становления осетинского литературного языка. По мнению Василия Ивановича Абаева, люди, овладевшие грамотой на одном алфавите, при переходе на другой временно снова становятся неграмотными. Как не поражают размах и темпы культурной революции, через которую прошли осетины, они могли бы быть еще выше, если бы не досадные и неоправданные шарахания из стороны в сторону в области графики. При этом Василий Иванович Абаев выступал за сохранение латинизированного осетинского алфавита, полагая, что после незначительного совершенствования он наилучшим образом соответствует осетинской речи. Тем не менее, возврат на русскую графику состоялся, вызвав очередное торможение процесса нормирования осетинского литературного языка. И многие вопросы осетинской письменной нормы до сих пор, на наш взгляд, не нашли своего правильного решения, а некоторые принципиальные положения требуют адекватного осмысления и интерпретации. Мы полагаем, что настало время внести в осетинскую графическую систему определенные изменения, которые бы способствовали ее большей адаптации к требованиям системы образования и традициям график большинства развитых народов. В частности, очевидна неоправданная перегруженность осетинского алфавита вследствие наличия целого ряда букв ё, щ, твердый знак, мягкий знак, ю, я, включенных в осетинскую графическую систему только для сохранения написания русских заимствований, в то время как в самом осетинском языке соответствующих звуков не существует. Мы полагаем, что в тех случаях, когда эти заимствования неизбежны, русские слова должны адаптироваться не только к осетинской фонологической системе, но и к осетинской графической системе. Можно привести массу аналогичных примеров, когда, в частности, в западноевропейских языках используются иноязычные топонимы, антропонимы и так далее, но ни один из знаков другого языка, не свойственных данному, не вводится в его алфавит. Например, название немецкого города Кёнигсберг и по-французски пишется Кёнигсберг. Однако, естественно, о-умлаут, то есть о с двумя точками, не включается во французский алфавит. Еще один резерв в упрощении осетинского алфавита мы видим в изъятии из него буквенных сочетаний К, П, Т, Ц, Ч, Х, Г, служащих для обозначения смычно-гортанных звуков. Как известно, алфавиты развитых народов состоят только из букв и не включают в себя буквенные сочетания, хотя многие звуки действительно выражаются таким образом. Например, звук «ш» в немецком, английском, французском языках на письме обозначается как в первом случае SCH, во втором SH, в третьем во французском случае CH. Однако это уже вопросы письма, а не алфавита.
То есть этот звук «ш» существует во всех этих трех языках, но в алфавите для его обозначения нет буквы. Для его обозначения на письме используются буквенные сочетания, но эти буквенные сочетания не включаются в алфавит. Соответственно, было бы правильнее и в осетинском языке эти сочетания вывести из алфавита на уровень письма. При этом мы считаем совершенно ошибочным название выступающего в качестве второго элемента этих сочетаний символа, то есть наименование «твердый знак» «хабар-нишан», которое в действительности отражает его функции в русской графике. Очевидно, что в осетинском языке этот символ должен носить название, адекватное своему предназначению в осетинской графической системе, а именно знак смычно-гортанности. Помимо буквенных сочетаний, выражающих смычно-гортанные и увулярные звуки, мы считаем целесообразным перевести из алфавита на уровень письма и буквенные сочетания для обозначения африкат «дз» и «дж». Ведь в осетинском алфавите есть отдельно буквы «д» и «з», «д» и «ж». Соответственно, достаточно на письме использовать их сочетания для выражения соответствующих звуков, а не включать в алфавит эти буквенные сочетания. Таким образом, осетинский алфавит мог бы быть сокращен на 16 знаков, что с одной стороны облегчило бы его изучение, а с другой привело бы к неизбежной адаптации иноязычных заимствований к нормам осетинского языка. В то же время мы предлагаем ввести в осетинский алфавит новую букву для обозначения сонорного звука «в», который, как известно, в настоящее время не отличается на письме от простого гласного «у». Сонорный звук мог бы быть обозначен той же буквой «у», но с диакритическим знаком, как над и кратким звуком. Можно надеяться на то, что вновь созданная терминологическая комиссия осетинского языка рассмотрит вопросы совершенствования осетинского алфавита и письма и приведет его в соответствие с требованиями современного образования и развития осетинского литературного языка.